Для творчества нет никаких преград и ограничений. В этом году конкурс «Созвездие талантов» наконец-то проходит столь былым размахом и еще большим количеством участников. Гора новостей на заключительном туре 10-го открытого конкурса «Творчество детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Созвездие талантов». В этом году конкурс проходит сразу в двух форматах – онлайн и офлайн. Эпидемия прошлого года внесла свои коррективы. Здесь те ребята, которые отважились и лично приехали в Башкирскую государственную филармонию, чтобы продемонстрировать свой талант перед строгим жюри. Расскажи про свой номер. Если коротко, то номер рассказывает о жизни детей в военное время, причем в самое ее начало, самое ужасное и, наверное, самое трогательное, потому что как раз в этот период и в это время мы увидели, ну не мы, конечно, сами, наше поколение, насколько наша страна сильная и победоносная, что ли. О чем твое произведение? О жизни девочек в детском доме в военное время и о том, насколько они сильны и дружны и сплоченны. В этом году поступило 110 заявок из самых разных районов и городов нашей республики. С 12 апреля по 12 мая участники отправляли свои видеопрофайлы, лучшие молодые артисты прошли в финал. Здесь ребята выступают в нескольких номинациях: музыкально-исполнительское искусство, танцы и художественное слово. Не уходи, не надо. И важно знать, что жизнь твоя не зря. Ты нужен здесь всем тем, кто с тобой рядом. У каждого есть крылья за спиной. Зачем нужно участвовать в конкурсе «Созвездие талантов»? Чтобы развивать свои таланты, и кто-то умеет танцевать, кто-то петь, кто-то стихи рассказывать. Расскажи, как ты выбирала свое стихотворение? Я его выбирала по тематике, то есть оно у нас про достижения. Организатор конкурса – Республиканская общественная организация «Совет матерей. Материнское сердце» Республики Башкортостан при информационной поддержке телекомпании «Тамыр» и творческом содействии Башкирской государственной филармонии. Этот конкурс стал уже доброй ежегодной традицией для ребят, сильных духом. Кстати, юных артистов ожидает помимо конкурсной программы еще и развлекательной. Участники, которые приехали в Уфу после концерта, поедут на обзорную экскурсию по городу, а после в кафе. В каждом из нас есть талант. Главное, не бояться его развивать и участвовать в вот таких вот конкурсах. Так давайте будем смелее, у нас все получится. Айша Галиакберова, Адель Насунаргулова, специально для Горы новостей.